депутатские, давать, расхищать наши недра и губить нашу землю, мы вот к этому и придем. Я призываю вас, пожалуйста, все, обратите внимание на то, что с каждым годом ухудшается экология, ухудшается воздух. Уже и пить скоро мы с реки Абакан не будем. И вы заметили, что в этом году у нас пляж только один в зоне отдыха, потому что все остальные пляжи, и в том числе река Абакан, купаться это вредно, это плохо. Так что вот на этом я закончу и расскажу о том, что уже про майорых говорили, как они шли в Куйбышевский сельский совет, как они нагибали, прогибали этих жителей. С самого первого слушания 1 октября, когда народ вообще все как один сказали нет, это их не успокоило, и они пошли дальше. Я с первых слушаний там. И я всегда говорила, почему у вас телега идет впереди лошади? Вы, кроме лицензии и приложения номер 3, вы, чтобы изменить градостроительный план и перевести земли сельхозназначения в промышленные, ничего не показываете населению, ничего. Ни проектной документации, ни лицензионного соглашения, ни приложений о том, что нет экспертизы, нет у них... Сейчас они ведут только изыскание, вот и проектную документацию будут делать. Сейчас только. А уже сейчас они переводят все эти земли через Роснедра, через господина Курлаева, который постановление 151 от апреля месяца подписал вместо главы Коновалова здесь. На каком основании? Когда мы сделали запрос и спросили, на основании каких документов осуществлен перевод вот этим постановлением, нам ответили из правительства, сказали, знаете, вот копия постановления 151-го, а то, что вы требуете, вот эти вот документы остальные, они сейчас находятся в надзорных органах, то есть в прокуратуре. Вот, то есть до сих пор от нас скрываются эти документы, всяческими способами оттягивается это время для того, чтобы, вот как сейчас говорил Покаяков Петр из Чаптыкова, староста Чаптыкова, что они в это время, вот будет завтра суд о том, чтобы отменить уже отмененное решение депутатов местного совета, Куйбышевского сельского совета. И я очень рада, что вот молодежь вот Куйбышевского сельского совета, они настолько проснулись от всего этого, что они создали свое общественное экологическое движение. И каждый депутат, и каждый проживающий в селе, они поняли, что для чего депутат местного, кажется, маленького сельского совета, оказывается, он очень много может сделать. Вот я хочу обратить внимание на то, что сейчас грядут выборы в сентябре. И за вот эти депутатские места, даже в местных сельских советах, всем неравнодушным надо идти и бороться. Оказывается, вот такими путями, как сделали депутаты, можно отменить решение, перевести эти земли и отдать вот этим врагам, которые они сюда придут и раскопают наши недра. Оказывается, можно и так. Вот. Теперь я зачитаю резолюцию. Значит, первое. Запретить угольной компании ООО «Разрез Майорыский» хозяйственную деятельность на территории Куйбышевского сельского совета Бейского района, противоречащему действующему сейчас генеральному плану поселения. Второе. Запретить действующим угольным компаниям в соответствии с статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации сброс сточных, в том числе дренажных вод, в реку Абакан и ее притоки. Третье. Обязать угольную компанию «Разрез Майорыский» и угольную компанию «Разрез Ашановский» в месячный срок обнародовать утвержденную проектную документацию, проекты рекультивации земель, а также разрешений на строительство. В случае отсутствия документации дать правовую оценку этому факту и обратиться в суд для аннулирования лицензии на пользование недрами. Четвертое. Инициировать в месячный срок
проведение местного, мы тут говорили о референдуме по Республике Хакасия, но вот местные жители Куйбышевского сельского совета, они попросили вписать вот этот пункт. Инициировать месячный срок проведения местного референдума на территории Куйбышевского сельского совета Бейского района с вопросом: вы против внесения изменений в генеральный план Куйбышевского сельсовета в целях пользования недрами, в целях разведки и добычи каменного угля, его обогащения, переработки, строительства очистных сооружений, а также складирования и транспортировки. Пятое. Создать координационный совет по решению вопроса компенсации нанесенного вреда экологии, здоровью, экономике, урона историко-культурному ландшафту, качеству жителей населенных пунктов, соседствующих с угольными разрезами. В состав координационного совета должны войти представители от поселений, находящихся в зоне негативного воздействия деятельности угольных компаний, в составе представителей профильных государственных органов и специалистов, экспертов, общественности, юристов, медиков, экологов, археологов, историков, экономистов, оценщиков для составления сметы и графика по оценке нанесения прогнозируемого ущерба здоровью, природе, историко-культурному ландшафту. Шестое. Проводить исследования влияния проектируемых для разработки угольных месторождений на развитие коренного этноса. Ну тут можно говорить вообще для жителей Хакасии. Обязать угольные компании произвести рекультивацию пострадавших от их деятельности земель, а также в соответствии с выработанными в рамках работы Координационного совета экспертными заключениями произвести возмещение урона пострадавшим от их деятельности. Принять закон Республики Хакасия о запрете деятельности новых угольных разрезов с добычей угля открытым способом на территории Республики Хакасия. Прекратить осуществлять перевод земель сельхозназначения в землю промышленности для добычи угля открытым способом, противоречащим законодательству Российской Федерации. Отнести вопрос добычи угля открытым способом к вопросам высшей степени важности и требующим обязательного вынесения на рассмотрение и согласование депутатами Верховного Совета Республики Хакасия. Инициировать на одной из сессий Верховного Совета Республики Хакасия слушания по вопросу эффективности работы Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия по охране окружающей среды в лице министра Орехова с оценкой работы данной общественной организации в виде доклада данного ведомства. При условии невыполнения требований митингующих оставляем за собой право сбора подписей избирателей Республики Хакасия о недоверии к руководству Министерства природных ресурсов и экологии, а также куратору от правительства этого министерства господину Курлаеву Юрию Николаевичу. Мы требуем прекратить уничтожать наше будущее. Спасибо. Давайте проголосуем за